Стоит затеять ремонт на одной из центральных улиц города, как тут же возникает транспортный коллапс. В часы пик на местах образуются многокилометровые заторы, а средняя скорость проходимости движения не превышает и 10 километров. По данным ГРЭС, только в Бишкеке зарегистрировано свыше 300 тысяч машин, а с учетом иногородних авто цифра значительно увеличивается. Проблема заключается еще и в том, что большинство столичных дорог не рассчитано на такую нагрузку. В итоге столичные власти то и дело пытаются как-то расширить дороги, параллельно занимаясь строительством новых. И тем не менее, этих усилий недостаточно, чтобы значительно разгрузить транспортный поток на улицах Бишкека. Теперь этой проблемой озадачились в верхах. О минимизации неудобств на дорогах заговорил лично премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По его поручению сейчас мэрия в паре с представителями ГУОБДД делает все возможное, чтобы избежать транспортного коллапса, особенно на тех участках, где проводятся ремонтные мероприятия. Вот у нас сейчас заканчивается первая фаза развития уличной дорожной сети. Это у нас соглашение между правительством Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Это соглашение было подписано в 2015 году и предусматривало реконструкцию 49 улиц. На сегодняшний момент из 49 улиц мы 47 улиц завершили. Безусловно, чтобы избежать излишних неудобств на дорогах, те, кто решил затеять ремонт, должен сначала рассмотреть возможности организации двустороннего движения по смежным односторонним улицам. И на этих вопросах премьер не зря акцентировал свое внимание. Ни для кого не секрет, что строители иной раз идут в обход этих стандартов, создавая тем самым проблемы горожанам и гостям столицы. Однако в Кабмине утверждает, что и эта практика постепенно уходит в прошлое. После запуска проекта «Безопасный город» проделана большая работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры и улучшению дорожного движения. При этом компетентные органы всегда стараются учитывать мнение горожан и регулярно вносят коррективы в свою работу. Особое внимание премьер-министр поручил уделить анализу светофорного регулирования там, где расположены фото- и видеофиксации. Практика показала, что с внедрением проекта «Безопасный город» это дисциплинирует автолюбителей, но при этом создаются на этих перекрестках заторы. Глава правительства предлагает более глубоко изучить вопросы, касающиеся реконструкции и внедрения новых подходов при строительстве дорог. Проводятся определенные работы, направленные на разгрузку транспортных потоков в целях предотвращения пробок на улицах города Бишкек. Основная работа проводится путем ручного регулирования дорожного движения, путем принудительной эвакуации транспортных средств и профилактических работ с участниками дорожного движения. Для наиболее полного охвата улиц привлекаются сотрудники центрального аппарата ОБДД и привлекаются сотрудники спецроты ГУОБДД МВД Кыргызской Республики. А еще заторы на дорогах возникают из-за неправильных парковок, сокращающие и без того узкие улицы аж на целую полосу. Но, увы, в Бишкеке по-прежнему не хватает специализированных стоянок, о чем в столице говорят уже не первый год. Другая проблема заключается в том, что мэрия никак не может очистить центр города от маршрутных такси, являющихся чуть ли не главными виновниками пробок и ДТП. Тем временем для борьбы с дорожными заторами мэрия планирует построить 7 путепроводов под железными путями. Так уже объявлен тендер на проведение проектно-изыскательных работ для строительства первых 2 по улицам Суимбаева и Турикула-Айтматова. Проектирование остальных путепроводов запланировано на будущий год. Медербек Мампеталиев, Телек Джуматаев, новости Ош Перим.